Вы на канале Клевая Рыбалка. Так, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня у меня очередная проверка перемета на реке Лена. Также все в Якутии. Я вот сейчас подготовил две лунки, две проруби. Вот. Сейчас проверю перемет и покажу вам выемку на лимии печени. Это по-другому называется макса. Считается северным деликатесом. Вот. В конце передачи это увидим. А в следующей передаче я вам покажу, как ее употребляют. Максу. Сейчас давайте начнем проверку перемета. Так, начнем проверочку. Прежде чем начнем проверку, можете остановить на паузу и написать ваш комментарий, кто думает, сколько там налимов. С учетом того, что я рыбачу не там, где положено, как считают некоторые. Я рыбачу на фарватере. Потом с учетом того, что в прошлый раз у меня было 2 штуки, сколько сейчас может быть, а до этого была 1 штука, одна рыба, и с учетом того, что я там подергивание не почувствовал в том конце. Это будет интересно, я думаю. Потихонечку тянем перемет. Так, первый идет пустой. Второй также идет пустой. Чувствую сопротивление, друзья. Сильное сопротивление достаточно. Очень интересно, кто же там сидит. О-о-о! Попался на лен. Сейчас маленько его отпустим. Дадим ему слабину, чтобы головой сюда влез. За подбородок не могу уцепиться крючком. За губу совсем сидел чуть-чуть. Совсем чуть-чуть сидел. Поэтому так аккуратно его уваживал. Тяжелющий-то какой, а?
Совсем чуть-чуть сидел за губу. Ну все, дорогие друзья, еще один налим хороший в нашей коллекции. Вот такой вот налим. Вот здесь вот он за губу зацепленный был маленечко вот. Совсем. Сейчас поставлю, закинем перемет, и я вам покажу выемку налимной печени, как обещал. Заказал из интернета одну приспособу по вашим рекомендациям для установки прогонов, сетей. Но она еще не приехала. Почта России очень медленно работает, поэтому ждем. А так бы, конечно, я бы попробовал переустановить перемет ближе к тому берегу, если найти там какую-нибудь полянку наподобие этой. Было бы неплохо, конечно. Но пока еще заказ мой не пришел, поэтому лед уже довольно толстый стал, поэтому прогон устанавливать привычным мне методом нет у меня времени. Пускай пока уже стоит, раз уж оставили тут его до прибытия того аппарата, скажем так.
Так, ну что, давайте теперь займемся выемкой печени налима. Печень у нее вот с этой стороны вынимается. Можете просто вот так разрезать. Кто как хочет, любит. Но я просто маленько вот так подрезаю вот. И здесь можно также. Вот сюда давлю. И вот она вылезает у него. Вот так вот. И вот желчь. Все аккуратно вот вылезает. Желчью будьте аккуратней. Потому что если вы ее повредите, то она растекется, короче, везде. И будет довольно неприятно. Поэтому аккуратненько давайте ее срежем. Вот так вот, тоненько. Вот так вот, аккуратненько. Я не знаю, видно вам там или нет вообще, что я тут делаю. Вот. Видите, вот она держится вот на печени, вот буквально до пленочки. Тоненькая пленочка вот держит ее. Вот, вынули печень, осматриваем ее. Теперь давайте положим на снег. Или сюда вот, куда-нибудь. Вот сюда давайте положим. Вот, на пакет. Вот. Пускай она вот так замерзнет в таком положении. А потом в следующем сюжете я покажу вам, как эту печень употребляют. А здесь мы, значит, давайте выпотрошим его и бросим там потроха, чтобы съели вороны налима до конца. Ага. Так, здесь у него желудок остался большущий. Там икра. О! Ну что же, посмотрели вот такой сегодня короткий сюжет про выемку налима и печени, про поимку этого налима. Если кому понравился сюжет, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. Скоро на канале будет розыгрыш, напоминаю. Там будут призы от партнеров и от меня, ювелирное украшение и календари. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.
чуть не забыл. Будет разыгрываться 5 вот таких ножей, кстати, якутских. Так что видео будет в описании на конкурс под этим видео.